Здравствуйте, это программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. В последнее время у нас в республике очень популярным стало направление креативных и цифровых технологий. В Якутии открываются школы, колледжи, университеты и короткие курсы по креативным индустриям. И сегодня с гостями нашей студии мы поговорим о перспективах образования в сфере цифровых и креативных индустрий. Ну что ж, уважаемые гости, в нулевые в моде были нанотехнологии, вот, например, да, и тогда все говорили об использовании нанотехнологий, там, от носков до порошков стиральных. Вот, не получится ли сейчас на волне популярности креативных индустрий, что все подряд начнут им обучать? Ну, здесь, конечно, Ирина, можно согласиться, да, что есть определенные тренды. Иногда это мода, да, на определенные специальности, она имеет тенденцию изменяться. Буквально мы сейчас, наверное, находимся уже, может быть, даже на нисходящей информационных технологий, если в чистом виде брать эти специальности. И об этом свидетельствует, например, количество сдающих ЕГЭ по информатике в Российской Федерации, у нас в республике. Оно сильно не меняется, оно стабильно последние 4 года. Почему? Потому что информационные технологии, программирование в чистом виде – это только часть профессиональных знаний. Они к чему-то являются приложением. Приложением к медицине, приложением, там, например, к сфере культуры, приложением к транспорту. Вот мы в наших колледжах пытаемся такие программы реализовывать. То, что касается креативных индустрий, конечно, где-то это модное слово, на самом деле это творческие специальности, творческие профессии. У нас уникальная ситуация в регионе, не просто потому, что мы там признаны самым креативным регионом в Российской Федерации в этом году, но и потому, что у нас действительно есть и достаточно большое количество детских школ искусств, художественных школ, есть несколько колледжей такой творческой направленности, как подведомственных Минобрнауки Республики, так и подведомственных Министерству культуры и духовного развития Республики. Есть 2 колледжа, включая колледж культуры и искусств, которые стали победителями федерального отбора на создание школ креативных индустрий, а это в основном дополнительное образование детей, то есть они готовят смену, работают с маленькими. Ну и у нас уникальная ситуация, мы стали победителем отбора 7 регионов на выстраивание колледжей креативных индустрий в полном смысле слова, и вот у нас есть, например, колледж технологии и дизайна, который недавно обрел это новое название. Ну и, конец, еще одна стадия, высшая, о которой вы упомянули, это возможность, не выезжая, теперь появилась за пределы региона, получить уже высшее образование, потому что у нас есть Арктический государственный институт культуры и искусств, вуз подведомственный Минобрнауки Российской Федерации наряду с СВФУ, и так же, как и СВФУ, АГИКИ у нас входит в программу «Приоритет 2030» федеральную, и к 2030 году коллеги выстраивают университет креативных индустрий, который будет работать в целом на уровне Российской Федерации. Поэтому у нас получается действительно в системе образования мы видим, что есть возможность пройти от детского сада до самого высшего уровня. Давайте тогда объясним, что относится к цифровым технологиям, да, а что к креативным индустриям. Ну, наверное, коллеги попробуют. IT это часть креативной экономики, вроде как считается, да? То есть вот, давайте зрителям объясним, в чем разница. Оксана Егоровна. Ну, я здесь как представитель колледжа культуры и искусств. В этом году у нас произошло радостное событие. У нас открылась школа креативных индустрий для детей от 12 до 17 лет. И в студиях колледжа культуры у нас нынче обучаются дети по 3 направлениям. Это значит у нас звукорежиссура, электронная музыка и фото- и видеопроизводство. Но я считаю в полной мере, что это действительно творческие профессии будущего, да, что мы можем своих детей в будущем уже видеть абсолютно творческими, креативными людьми, которые развивают социально-экономическое положение нашей республики. Ну, то есть это просто такое новое название, да, потому что, в принципе, мы же тут тоже креативной индустрией тогда, получается, все занимаемся. Да, нет, просто информационные технологии это как базис сейчас уже, как хлеб, то есть это позволяет себя реализовать и в анимации,
и в 3D, и в графическом дизайне, и в моде и дизайне. Ну, например, вспомним, вот у коллег рядом со мной, вот Константин, да, который представляет колледж креативных индустрий АЯР УСТАР, а они уже несколько лет, например, реализуют программу «Цифровой модельер». То есть, когда все то же самое, что и раньше было при кройке, но теперь и мерки снимаются автоматически, и подгонка того, что создается мастером, тоже происходит автоматически. Расскажите, может, Ну, я добавлю, наверное, да, вот с Михаилом Юрьевичем согласен именно, да, вот с коллегами, то, что вот именно креативная индустрия, креативное образование, да, это как раз образование, творческое образование. Это не означает, что именно определенная какая-то специальность, направленность является вот креативной, да, вот. То, что вот Михаил Юрьевич говорит, то, что мы ранее и обучали детей, вот декоративно-прикладное искусство, технологии, моды, швейное дело, как раз киноиндустрия, да, это по классификатору он является все равно креативными индустриями. Ну, это отличие, конечно, креативной экономики есть, соответственно, да, вот направление определенное есть. В основном наша цель, да, общая, скорее всего, это воспитать, обучить креативно мыслящих детей, то есть, которые будут творчески смотреть на разные вещи по-новому. Ну, на определенные вещи, которые, да, вот стандартные, да, вот, они должны уже креативно по-другому, с другого ракурса это видеть и решать различные проблемы в будущем. То есть могут быть креативные индустрии без цифровизации, например, да? Ну, нет, ну, смотрите, вот, например, то же самое... или слово индустрия подразумевает... Ну, наверное, все-таки подразумевает, да, потому что, вот, например... Ну, вот актеры, например, певцы, они это креативные индустрии или нет? Конечно, это творческие индустрии, которые еще должны освоить все технологии, они должны понимать цепочку всех профессий, которые есть рядом с ними. Так же вот как линейка кино. Мы же с вами прекрасно понимаем, что вот якутское кино, эффект якутской анимации, он же связан со многими людьми, которые на этих этапах работают. Ну а к креативным, например, у нас относится и тоже ювелирное дело. Мы же с вами прекрасно понимаем, что да, вроде бы с огранкой, с традиционной все понятно, но фантазийная огранка, то, что может удивить, этому, например, у нас традиционно на высоком уровне обучают в Якутском промышленном техникуме имени Десяткина. Они всегда, ребята, выигрывают разные конкурсы, и, например, мы вот их тоже относим, естественно, к креативным индустриям, потому что они производят добавленную стоимость. А вот для обсуждения, то, что вы сказали, например, парикмахерское искусство, относится оно к креативным индустриям. Парикмахерское искусство, ногтевой сервис, тоже в какой-то степени оно к этому, потому что это тоже искусство, туда приходят творческие люди, которые могут совершенно преобразить тот или иной вид деятельности. Ну, про цифровые профессии, наверное, тогда лучше у Семена спросить. Да, наш колледж, да, вот в этом году только начал свою деятельность образовательную, да, мы набрали по программистов, разработчиков, также блок креативных индустрий, это графические дизайнеры и анимация. Да, но мы считаем, что подготовка вот специалистов креативных индустрий, IT-специальностей в рамках вот цифровизации не только общества, но и государства, оно имеет важное значение. И включение вот этих креативных специалистов в некреативные отрасли тоже один из важных аспектов развития нашего. И наш колледж основной упор при подготовке делает на практикоориентированность обучения. Мы образовательную деятельность ведем на тесной параллели с предприятиями, с организациями реального сектора экономики. А вот, кстати, интересно, Михаил Юрьевич, вы вот начали с ЕГЭ, да, по информатике. А насколько у нас вот сейчас школьная программа информатики, ну, позволяет, соответствует уровню того, что дают? Сказать. Информатика – это все-таки же основа. То есть это человек учится логике, человек учится работать в прикладных программах. То есть здесь получается, конечно, человек, имеющий профильное образование, ему легче работать с прикладными программами, которые необходимы. Например, в создании тех же там, компьютерных игр, да, мультфильмов, в графическом дизайне. Но это не является основополагающим. И в нашем, кстати говоря, конкурсе, который мы в 2016 году мы начали организовывать, «Моя профессия IT», напомню, что первоначально же это были как будто бы чисто под информатиков, айтишники, да. Бонч Бруевич, там, Политех Санкт-Петербургский и других, да, там, Тусур. Да, ИТМО, Тусур, то впоследствии они же переросли в командные виды, где, собственно, сам программист, он был лишь 1/3 команды, а 2/3, то есть 2 других участника, кто-то был дизайнером, а кто-то писал контент. То есть это тоже очень важно, как он интерпретирует.
А вот, да, Я добавлю Да, немножко. конечно. Вот именно как раз креативное образование, да, это подразумевает, конечно, проектная деятельность. Это отличие именно вот от классического образования, основой из 3 китов. Самое основное — это проектная деятельность, да, и работа различных воркшопов. То, что вот Семен сказал, то, что как раз проектоориентированное, да, есть отличное высказывание по поводу креативного образования, да, вот. Тут уже переходим теории через практику, а стандартное классическое образование подразумевает, с теории переходим на практику, а в креативных индустриях предусматривается, через практику мы познаем теорию, то есть, да, вот, по методам... то есть наоборот. Да, по методам вот как раз проектной работы. Именно вот то, что Михаил Юрьевич сказал, вот недавно мы провели Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия и Институт развития профобразования чемпионат креативных индустрий «Аярустар», да, вот творящие мастера. Там у нас было представлено 10 направлений, 10 компетенций. Как раз они были разбиты по 2 блокам. Это у нас по технологии, в основном ремесленничество, да, вот, то есть вот есть цифровой модельер, да, вот дизайн модной одежды, аксессуаров, допустим, направление, они создают эскиз. А вот цифровой модельер его в цифру переводит, вот данный эскиз, технологии мода сшивает, допустим, ювелиры по эскизам делают серебряные украшения. Также есть была информационная технология блок, там как раз разработчики находились. Веб-технологии, 3D-разработка, разработка мобильных приложений, графический дизайн, да. И вот тут как раз мы видим уникальность данного чемпионата была это в командной работе, в проектной деятельности. То есть все структуры, они задание делали одно, но они работали все в команде. А это не индивидуально как конкурс, это как командная работа. Вот именно когда у нас вот совещания были при Михаиле Юрьевиче, там, Министерство образования с участием Института развития профобразования, подумали, именно как раз он воплощает идею креативного образования, потому что должна быть общая командная работа всех. Ну да, и вот здесь я добавлю то, что у нас появились и первые амбассадоры, тоже такое понятие, ну то есть послы, люди, которые могут на своем примере что-то подсказать молодежи. Это вот Раиса Плетцер, которая у нее своя там линейка одежды, по-моему, если я не ошибаюсь, и Наталья Украшений. Конечникова. Украшения. Это украшения из дерева. Да. Наша выпускница, кстати. Да, она, кстати, выпускница, одна из первых, ну, даже первый выпуск вот как раз колледжа технологий и дизайна, который сейчас колледж креативных индустрий. Вот она у нас согласилась быть, и Наталья Конечникова, которая вот свой пример, она фотограф, и вот как раз она тоже у нас согласилась быть нашим послом, представителями, она свой личный пример приводила о том, что она филолог по образованию, и в 32 года она пришла в новую для себя профессиональную деятельность, профессию фотографа. Из-за того, что она творческий человек по жизни, она смогла себя в новом виде деятельности реализовать. Но при этом она отметила, что я в этом виде деятельности завишу от очень многих других. Кто является осветителем, кто является техником, кто там с ней подбирает ей фон, приводит людей, делает макияж и так далее. Это как раз и есть командная работа. Это добавочный продукт. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о развитии креативных индустрий, об образовании в области креативных индустрий. И вот перед тем, как уйти на перерыв, у меня, как у филолога, возник вопрос. Раньше говорили творческие профессии, теперь мы говорим креативные индустрии. Вот меняется ли смысл? Вот наполнение вот этого отличается? Ну, коллеги, наверное, подскажут, я просто 2 слова скажу. С точки зрения образования, вот мы когда думали вот тот чемпионат, о котором мы говорили, его концепцию, мы там решили, что нам необходимо создать некое тоже объединение такое, межрегиональное, образовательных организаций, которые этими вопросами занимаются. И вставал вопрос, что это будет? Будет ли это только содружество образовательных организаций, либо это будет определенный кластер профессионально-образовательный, да, индустриально-образовательный, в котором будут и партнеры, индустриальные партнеры. Вот мне кажется, мое мнение, что в понятии в нашем, в классическом творческие профессии, это более фундаментальная подготовка. А когда мы говорим индустрии, получается, креативные, это когда фундаментальные знания, у них есть прикладное применение практически. То есть в этом отношении, наверное, так можно объяснить. Ну и в принципе можно курсы ведь окончить, да, чтобы... Да, это же практически можно и получить за счет дополнительного образования. Можно пройти курсы, можно прийти и начать работать сразу, да, в процессе работы.
Ну да, ну вот, наверное, у нас обучаться? вот, да, вот с последней как раз недели очень активно общались, например, с нашим очень известным фотографом, основателем такого пространства, да, называется, студия, Алексей Павлов. Вот он в нескольких местах, он активный как раз и на площадках наших колледжей, он как наш преподаватель, он хорошо работает с детьми, у него есть своя студия, конечно, у него есть свое дело, которым он занимается, к нему обращаются люди. Он работает в том же самом квартале труда. Это человек, который как раз умеет вот эти свои компетенции докручивать. То есть это короткие программы. Поработав с ним, начинающий фотограф, он сразу же вырастает. Собственно говоря, креативная индустрия тоже об этом, когда идет действительно работа в команде. И, например, человек, поступающий в большую команду, которая зарабатывает на создании анимаций и мультфильмов, он же вначале просто простой человек, который пишет про простые коды, просто массовые. Потом ему что-то другое доверяют. Потом он как-то рисует, уже там рисунки делает, авторские дизайны, которые неповторимые. И дальше уже может сам, соответственно, давать сюжет этой игре. А вот смотрите, такое, вот насколько востребованы эти специалисты? Я сейчас смотрю, вот у нас представители 3 колледжей, да, которые готовят на креативной индустрии. Вот. А не получится ли у нас так, как вот было, опять же, с юристами и экономистами, да, когда-то, когда все были юристы и экономисты, и в какой-то момент просто рынок труда был перенасыщен этими юристами и экономистами, да, и вот не произойдет ли такого в обозримом будущем? По нашим прогнозам не должно, потому что вот все мы знаем, что у нас вот киноиндустрия именно бум Якутии, да, вот уникальный эффект Якутии, да, вот то, что развитие. И это развитие получает уже мультипликации. В анимации, допустим, да, вот, ну, создать один большой там мультфильм стандартный 1,5-часовой, там требуется буквально там год-два. И куча штат работ, это именно художников, аниматоров и программистов, да, вот, ну и звукооператоров и прочих. Это целый штат как раз команды работают над этим. И насчет вот перспективы трудоустройства, вот по опыту, да, вот мы только 2-й год реализуем данную программу именно по направлениям, да, вот, анимации, технологии, фото, допустим, да, вот, звукооператоров, графических дизайнеров. Можно сказать то, что вот востребованность большая. В принципе, наших ребят с удовольствием берут вот на студии сразу. Говорят, давайте на моей студии, на моей базе, пусть они обучаются практике. И многие уже вот, они трудоустроены, можно сказать. Вот у нас есть ведущих анимационных студий «Тундра», допустим, да, вот. Очень с удовольствием наших ребят взяли. И вот сейчас как раз короткометражный мультфильм был, вот «Бык холода», да, вот. Наш студент тоже там принимал участие в создании уже ну, данной продукции. Ну и вот Алексей Павлов, наш преподаватель, тоже с удовольствием ребят сразу к себе в фотостудию берет на работу, да, вот. Они практически вот проектированное обучение получается во время, ну, образовательного процесса. Я думаю, у коллег также будет, также вот школ креативных индустрий. То, что вот еще раз соглашусь с коллегами, то, что вот креативное образование, оно должно быть все равно непрерывное именно, да, вот. И каждый колледж, наверное, кто занимается этим образованием, открыт, готов к сотрудничеству. То, что вот Михаил Юрьевич сказал, как раз создание ассоциации, это является то, что вот мы всегда готовы, и у нас цель одна, именно как раз. Спасибо. Вот хотелось бы услышать Да, тоже мы про... тоже, когда вот задавались вопросом вот, возможности, насколько вот это будет бум вот этих цифровых профессий, это задавались этим вопросом. Мы общались с представителями и с коллегами из корпорации развития Якутии, из Алмаз-Эргенбанка. И когда вот искали преподавателей, столкнулись с такой проблемой, что нет специалистов, которые готовы прям преподавать и давать знания. И это очень большая проблема. Задачи есть, цели есть, а вот людей, которые готовы знания давать, их очень мало, хороших специалистов. И это действительно такая большая проблема. И в рамках вот то, что вот цифровые технологии, IT-технологии уже вошли в нашу жизнь, стали обыденностью, и они только будут развиваться, и востребованность этих специалистов, я думаю, будут, ну, уже лет 10 точно востребованы они будут. И креативные специалисты креативных индустрий, и вот IT-специалисты. Оксана Егоровна. Ну, идей будет много, мне кажется, думаю, в дальнейшем, да, связанных с различными проектами. Вот мы говорим проектная деятельность, да, действительно, все, кто может вот эти свои знания, свои навыки довести до определенных проектов, то, да, они действительно будут конкретно вживаться в нашу жизнь, будут произрастать и давать какие-то плоды.
Ну вот ваши выпускники сейчас легко работу находят? Естественно, наши выпускники, у нас очень много партнеров, например, Сахафильм, допустим, да, наши ребята могут работать в качестве операторов, звукорежиссеров. Есть очень много предложений, связанных с, допустим, созданием концертов, проектов авторов, например, да, авторских песен и так далее. Поэтому, мне кажется, наши выпускники, они востребованы всегда. Мгм. То есть работы хватит, да? Ну, Да. здесь можно, наверное, еще добавить. Вы же сами, Ирина, сами же правильно говорите, что это творческие профессии. Понятно, что к тому этапу, когда человек поступает в колледж либо в вуз, творческая составляющая у него чуть меньше, чем когда он был ребенком. И люди проходят очень серьезный отбор. Ну вот, например, колледж креативных индустрий, 70 человек в день, летом, это на протяжении примерно там 30-40 дней, когда идет прием именно творческих испытаний, они приходят только чтобы сдать рисунок, чтобы быть отобранными. Ну и плюс сами наборы, все-таки мы прекрасно понимаем, что творческие специальности не предполагают группы в 25-40 человек. То есть это, как правило, 5, 7, 12. И плюс к тому, вот мы сегодня ни разу не упомянули, такое одно из направлений, да, креативности, прикладных, это как реклама и упаковка товаров. Вот обратите внимание, сколько очень много внимания, например, последние годы этому уделялось во многих странах мира, когда в университетах, чуть ли не в силовом порядке, например, возьмите наших коллег из Китайской Народной Республики, где в каждом вузе, неважно там какой был профиль, технический, политехнический, гуманитарный, там, строительный, создавались факультеты рекламы. И это тоже возможность на самом деле реализовать. И ты становишься частью цепочки практически любого вида деятельности. Потому что ты нужен им для того, чтобы лучше продвинуть свой товар. Мгм. А вот вы проблему с преподавателями затронули, да? Как вы ее решаете? Тут есть и личные, да, знакомства личные, и помогает нам и правительство республики в лице корпорации развития Якутии, нас поддерживает и Министерство инноваций, поэтому мы этот вопрос в связи с тем, что у нас основной набор составляет на базе 9 класса, в этом году мы их закрыли, да, но в следующем году эта проблема встанет, и поэтому наш колледж совместно с университетом в этом году в ноябре начинает запуск конкурса под рабочим названием IT-проф, то есть мы сами будем искать своих преподавателей среди выпускников колледжей, да, среди людей, которые занимаются профессиональной деятельностью в отрасли IT, креативных индустрий, самозанятых, фрилансеров, преподавателей, людей, которые будут вести образовательную деятельность у нас. И главный приз этого конкурса получается обучение бесплатное в университете «Синергия» и получение профильной дисциплины и возможность трудоустроиться в наш колледж. Но это очень важное направление. Сейчас, может быть, тогда Константин добавит. Да? Но здесь, конечно, и вот в отношении наших государственных учреждений, колледжей и техникумов, мы, если это совсем новые специальности, то мы, конечно, идем по пути того, что мы обучаем преподавателей, приглашаем. Ну, самый классический пример хороший – это транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, который железнодорожный. Понятно, что мы потихонечку создали, выпускники наши же приехали, закрепились, кто-то пошел практику на производстве, они пришли. Что касается колледжа креативных индустрий, вот они сейчас сами скажут, но им, конечно, проще, практически 25-летний период был до этого деятельности. Это же колледж традиционных промыслов народов Севера, там изначально работали преподаватели, мастера, преданные своему делу, которые, ведь в креативке что очень важно, не потерять свою уникальность, не стать похожим на кого-то другого. Поэтому то, что есть вот традиционная культура, традиционные знания, традиционное восприятие красоты, вот, тех народов, которые у нас в республике проживают, это же очень важно не потерять и не перейти в массовое, так скажем, производство. Поэтому вот коллег, он может сам сказать, кто у них, например, из ребят, выпускников последних лет работает. То, что вот Михаил Юрьевич сказал, именно, да, вот основная задача наша стоит, конечно же, сохранять традиции и приумножить, но, соответственно же, идти в ногу со временем. Вот два направления таких, очень сложных направления, чтобы именно как раз и свои традиции, и корни не забывать, да, вот, но в то же время развиваться в ногу со временем. У нас тоже определенные там вопросы были по персоналу, но сейчас у нас укомплектованность хорошая, можно сказать, да, вот, представительство индустрии,
у нас отличная вот программа одна была, да, вот корпорация развития Якутии как раз делала 100 креативных лидеров Якутии. Мы сразу его открыли, смотрим, кто у нас самый главный там дизайнер, кто художник-аниматор самый лучший, кто по фотографии. Ну, соответственно, это Алексей Павлов. И да, их, вот. их приглашали? Да, их приглашали и находили вот как раз пути соприкосновения, как вместе быть, допустим, да, вот заинтересовать их. Ну, люди, конечно, вот с индустрии, они... Но они в основном заинтересованы, наверное, в том, чтобы в себе присмотреть. Да, среди да, да, студентов. вот именно, обычно вот человек может подумать, о, человек занятой, да, у него собственное дело, занят везде, но на самом деле они говорят, именно они сами хотят подготовить для себя кадры, вот, да, вот помощников и Ну, то, и что... такой вин-вин, в общем, получается. Ну и плюс у них же тоже, как и, например, в науке, да, в научных направлениях, они же формируют в каком-то смысле свою школу. То есть они с кем-то работают, который разделяет их взгляды, подходы. И слава богу, что они сейчас, креативщики у нас в республике уже дошли до того уровня, что они из отрасли, с высоты своего бизнеса имеют возможность прийти уже в систему образования. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать креативные индустрии, образование в области креативных индустрий. И вот у меня вопрос, Оксана Егоровна. К вам дети приходят, да, в школу, которую вот вы открыли. Вот насколько они мотивированы? То есть они приходят уже... Ну, скажу так, что дети, которые приходят к нам, они очень заинтересованы, да, в своем будущем. И поэтому они, в общем-то, очень нацеленно приходят каждое утро для того, чтобы получить первые базовые знания о, например, фотографии, о кино, индустрии электронной музыки. И что хотелось бы отметить, что вот эти дети после 2 лет обучения, они же потом пойдут по каким-то творческим направлениям, да, и, естественно, они пойдут учиться в другие колледжи уже в качестве студентов. И поэтому они, предвидя уже свое будущее, они идут, в общем-то, с такими, ну, пожеланиями, наверное, в свое будущее. Ну, то есть это дети сами, да, не родители их приводят, а дети сами приходят? Ну, есть и такие дети, которые родители приводят, они их нацеливают на какие-то определенные вот А это платное направления. обучение в этой школе? Нет, нет, абсолютно это бесплатное обучение. От 12 до 17 лет дети должны как бы получить такую общеразвивающую программу. Да? Ну, там наверняка Обучение. конкурс тогда есть какой-то. Конкурс есть. А сколько примерно человек? Ну, в этом на году место? мы набрали 100 человек. 100 учащихся, они сейчас все учатся, и через 2 года уже, пройдя весь этап обучения, они уже дальше пойдут учиться. Ну, 100 набрали, а желающих сколько было? Ну, порядка 120 мы получили заявления, у нас еще резервные есть места. В принципе, да, если, как бы сказать, какие-то места освободятся, мы за место этих детей, например, Ну, вот это первый 20 опыт, наверное, резервных будем. мало кто знал просто, что есть такая Да, это был возможность. первый опыт. Поэтому... Кстати, такая же школа креативных индустрий у нас открылась еще и в художественном училище. И мы вот параллельно под ведомством нашего Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия работаем как бы ну, вместе. А у вас в среднем сколько конкурс вот на... Ну, в среднем конкурс был где-то 3-4 человека на одно место, и там у нас же есть в креативных отраслях, у нас вступительные испытания же есть. И вот проходят вступительные испытания. И надо сказать, что сейчас дети, по сравнению с детьми, которые были 10 лет назад, они, на мой взгляд, очень намного профориентированнее, потому что информации доступной много. Если мы, когда поступали, не знали, какие профессии есть, да, куда идем, а дети уже целенаправленно сейчас идут, выбирают профессию, прям поступают. Четко знают, да, чего четко хотят. знают, чего они хотят. А у вас большой конкурс? У нас конкурс более 10 человек на одно место бывает тоже, да, вот, ну, ежегодно. Более 10, там 12, 13 от каждого направления зависит. Ну, конечно же, вот то, что вот сказали, да, вот креативное образование, школа креативных индустрий. Вот
надо вспомнить вот деловую программу во время чемпионата мы проводили, школы креативных индустрий, интеграция в образовании, да, вот. И там, в принципе, отличный пример был, да, вот, продемонстрирован то, что вот исследования на креативность провели, да, вот, вот у дошколят провели, там креативность у них составила буквально 97%. То, что сравнивается только к гениальности, да, а у школят уже там, у школьного возраста младшего, да, вот там 10-12 лет, у них креативность уже упала, допустим, примерно там процентов на 30. А у старшего поколения, уже подростковым, там креативность составляет буквально только там 30%. А уже у взрослого населения, когда тест на креативность провели, там она составила всего лишь 2%. Да, Вот совпадает то, что да, я говорил. да, Михаил точно сказал, вот именно, да, вот. Поэтому вот креативное образование, оно буквально, хоть даже с дошкольного возраста надо проводить, именно, да, вот непрерывность образования должна происходить. Именно поэтому школа креативных индустрий должна существовать у нас в Якутии, да, вот. А я как раз хотела спросить, приходят ли взрослые люди за такой новой профессией? Ну, раз там креативности уже 2%, Нет, наверное. тут уже можно поспорить, потому что есть у нас обучение еще в Якутии пока это сильно не развито, вот обучение креативному мышлению именно, да, вот это обычно говорят, этому можно научиться. Именно креативно мыслящие вот специалисты уже, да, вот, они должны решать стоящие такие проблемы уже нестандартным образом. То, что вот тоже коллеги говорили, вот в крупных организациях, производственных даже, да, можно сказать, это даже не креативный сектор, горнодобывающий, либо там авиаперелеты, да, у них буквально там 30-40% занимают люди, которые занимаются креативным продуктом. То есть это маркетологи, рекламщики, упаковщики, то, что Михаил говорил, да, которые продвигают данный бренд, именно, да, вот конкуренцию. Мы должны тоже к этому стремиться, то, что вот развивать именно креативность в экономике и в промышленности и во всех сферах. Да, процент людей, которые, можно условно сказать, в возрасте, да? Приходят, да, Да, всё-таки? приходят все равно. Но тут надо сказать, что для населения, взрослого населения больше интересно дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование. То есть они хотят прийти, быстро получить какие-то компетенции, навыки, и эти навыки уже внедрять в свою профессиональную деятельность. Ну, на самом деле радует, что все-таки, если раньше мы говорили о том, что там театральное искусство, режиссера, да, режиссура, актерское искусство, это только для кого-то очень талантливых, и этому надо долго учиться, то потом перешли на очень короткие программы, которые больше как ремесло. Быстренько что-то освоили, научился писать в какой-то программе, научился, пошел работать, потом еще что-то сделал. Сейчас мы перешли все-таки на более серьезный уровень, когда это есть полноценные образовательные программы, особенно это касается уровня среднего профессионального образования. Но я лично являюсь сторонником подхода, когда мы с вами говорим о формировании такой креативной личности. Я лично такую идею продвигаю. Это очень похоже на то, что вот Арсений Сергеевич Николаев говорит, когда мы берем подходы Росатома по бережливому и эффективному производству, то я считаю, что начиная с детского сада у нас есть такая возможность. Я вот этот пример несколько раз уже приводил, потому что мне вот в рамках национального проекта «Демография» я участвовал в открытии нескольких детских сады-ясли в районах республики, где в оборудовании, которое ясли создавались, вот я был в 2 районах, там Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском, прямо комплект для того, чтобы делать мультфильмы в детском саду. Он прямо в коридоре стоит, вот такой маленький, как будто бы вот для там детский такой столик для девочки он сделан, и на нем дети могут делать мультфильмы. Ну, дальше мы, естественно, эту же креативную личность должны поддерживать, потом они должны прийти в школу, получить возможность обучаться именно в дополнительном образовании, в центрах доп. Образования, во дворцах детства, в каких-то дополнительных центрах. Это тоже у нас создаются возможности. Потом колледжи, потом, собственно, уже производство и вуз, наверное. Но для взрослых людей у нас существуют тоже курсы, да? Ну, конечно. Не, но они могут ведь также конкурировать и поступать. Да. У них те же самые. То есть это же вот у нас, понимаете, мы перешли, очень важный шаг сделали. Если раньше это только было у нас в колледжах Министерства культуры, больше такие специальности были, то сейчас и у них это есть. И есть, например, вот в колледже креативных индустрий. И наш Покровский колледж, который вот недавно стал, теперь он называется у нас колледж цифровых технологий Айтын. Он не просто переименован, он просто не вмещает в себя уже всех желающих. Он даже недавно открыл филиал в Горном Улусе, в Бердигистяхе. Это же как раз новые возможности. То есть туда уже могут приходить люди в возрасте, и в том числе мы пытаемся теперь продвигать это и в районы республики, открывать там отделения, чтобы те, кто не может оторваться надолго от семьи, от постоянной работы, чтобы он мог пройти это обучение. Потому что бесплатного много, но бесплатное все-таки это самообразование, но не всегда эффективно.
Но тут же конкуренцию, наверное, составляют еще курсы, которые сейчас же мы дистанционно же все научились учить и учиться, да? И, наверное, ну, и очень много курсов в интернете, дистанционных, там, с какими-то именитыми преподавателями. Бесплатного вообще много всего. Очень много на самом деле. И Российская Федерация делает, и наша республика в рамках цифровой экономики национального проекта. Это и код будущего, это вот, да, возможность изучить различные языки программирования. И вы правы. Ну, то есть многие вузы вот эти вот делают. дистанционные курсы, это конкуренция вам? Или это наоборот привлечение интереса к... Тут спорный вопрос, можно сказать, да, вот. Можно сказать именно то, что и конкуренция, и с одной стороны тоже плюс. Это заставляет нас быть лучше. То есть мы должны развиваться, потому что вот именно слушатель, да, вот потребитель, да, вот, который выбрал нас. То есть, соответственно, это заставляет нас именно развиваться как образовательное учреждение, составлять здоровую конкуренцию данным курсам. Ну, и надо сказать, что среднее профессиональное образование сейчас настолько доступное, да, есть гибкие программы, есть индивидуальные учебные траектории, поэтому любой желающий может, и взрослый, и вчерашний школьник может получить профессию, специальность по душе. Да, ну и плюс вот в период пандемии же очень активно именно были эти программы отработаны, они стали доступны, понятны, когда ты из дома обучаешься. У нас, например, в республике есть Центр опережающей профессиональной подготовки, который как тоже сущность нацпроекта образования. Он на самом деле упаковал программы образовательные большинства колледжей и техникумов, которые работают на территории республики. Соответственно, ты можешь часть программы пройти в онлайн-режиме, но часть все равно ты должен обратиться в колледж, мне так кажется правильно, потому что как минимум ты должен сдать практическую часть. То есть результаты обучения. Тем более, что с 1 сентября 2023 года у нас в Российской Федерации стандарты федеральные образовательные изменились в СПО, и обязательной частью стал демонстрационный экзамен. То есть если раньше ты мог теоретически по итогам обучения что-то сдать, написать реферативную работу, теперь ты должен показать, что ты можешь сделать реально. А это 50% как минимум тех, кто у тебя этот экзамен принимает, они представляют эту узкую отрасль. То есть это люди с производства, не преподаватели. Специалистами, Конечно. показывая, что ты умеешь делать, да? Это принципиальное изменение, и поэтому мы рады на самом деле людям любого возраста. Тем более, что есть прекрасные примеры, когда люди и в 30, и в 40 лет меняют совершенно профессиональную деятельность и могут реализовать свои детские мечты, свои планы, заниматься какой-то творческой деятельностью. Ну вот отличный опыт тоже, да, вот проект «Демография 50+», допустим, Да, да, можете, вот, кстати, рассказать. ага, вот несколько лет существовало, когда к нам тоже приходили, да, вот взрослое население обучаться, кому-то действительно, ну за 50+, соответственно, да, мы проводили обучение по графическому дизайну и по технологии моды. И тут недавно встречаю, который обучался у нас по графическому дизайну, ну как, ну, потребовалось ли обучение, то, что, да, вот какие плюсы, чем занимаетесь, а он говорит, да, я, говорю, уже дистанционно беру заказы, именно работаю дизайнером, графиком, это уже после 50 лет. А есть очень много опыта, вот, которые обучались по шейному производству, по технологии моды, которые потом у себя на местах открыли именно ателье. Ну, в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого тоже. Поэтому вот никогда не поздно обучаться, мы думаем, да, вот сколько лет, главное вот желание. Ну и мы еще с таким фактом тоже столкнулись. Это вот то, что сейчас Константин рассказал, это программа предпенсионеров, так называемая. Государство, в принципе, думает о том, что человек, может быть, по каким-то причинам физических, да, там, по здоровью не сможет дальше работать, где он работал всю жизнь, чтобы он мог поменять свою деятельность. А мы столкнулись, например, с таким фактом, что мастерицы, народные, как мы говорим, которые вот с самого детства в поколениях что-то получили, вот всю жизнь, это для них было хобби, они чем-то всю жизнь занимались другим. Сейчас они выходят на пенсию, они мастера, но технологии изменились. То есть изменилось оборудование, изменились материалы, изменились запросы аудитории. И вот они этому именно приходят обучиться. Тогда это получается, они новую жизнь получают для себя, для своей деятельности. И не получится ли так, что вот мы их, наоборот, мы их всех обучим, и они из республики уедут, получив такое прекрасное образование? Ну, мне кажется, что вообще образованных людей никогда не бывает много. И людей, подготовленных, да, жить в новой креативной экономике, тоже никогда много не будет. Тем более, что здесь же есть возможность, эти же люди могут работать и дистанционно. Это тоже фактор. То есть они, по крайней мере, несут часть нашей культуры, часть наших традиций. Часть нашего и это тоже кода. возможность куда-то продвигать на самом деле себя.
Ну что ж, спасибо вам большое. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.